Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы пополняем ряды инициативной группы в поддержку увековечивания памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии, которая будет выражена в форме крепления мемориальных досок на стенах последнего места жительства наших земляков, жителей нашего Мордовского края, которые были невинно репрессированы. Также в форме установки в центре Саранска красивого памятника памяти жертв, памятника жертвам политических репрессий, организации в одном из исторических зданий, редко сохранившихся у нас в Саранске, музея памяти жертв политических репрессий и возведение мемориального комплекса на месте массового захоронения жертв политических репрессий. И вот у нас новый участник нашей инициативной группы. Он писатель, бывший редактор газеты «Эрзень Мастер», основатель фонда спасения эрзянского языка, один из основателей движения Мастарава Евгений Владимирович Четвергов. Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, о себе, свою биографию, как вы заинтересовались эрзянской культурой, языком, настолько, что посвятили немалую часть своей жизни сохранению языка и культуры, чтобы наши зрители знали, чье интервью они смотрят. Ну, несколько слов о себе. Родился я в далеком 1934 году, в то время, когда в стране создавались колхозы, совхозы. Этим и знамениты. Родился в селе Ордатов Дубенского района нашей республики, тогда называлась МАССР. Ну, а после этого так жизнь и пошла. Хотел стать актером, да не хуже, может быть, даже Станиславского. После этого резко поменял свои ориентиры. Не было училища актерского рядом или почему? Хотел поступить в Бакинский государственный театральный институт, но не получилось. Закрыли отделение. После этого работал год в родном селе заведующим клубом, культуры ведал. А после этого курс свой резко изменил. Потянуло сельское хозяйство. Село, колхозы, великие мученики эти колхозы. И я поступил в Пензенский сельхозинститут на агрономический факультет. Учился, кончил, 5 лет работал агрономом, был, так сказать, хозяином полей. Вот после окончания, после работы поступил в аспирантуру нашего Мордовского университета. Закончив ее, защитил диссертацию, стал доцентом и потом почти 30 лет работал со студентами. А диссертация по аграрной, да? Да, теме? Диссертация была по растениеводству, специализация растениеводства. Ну, естественно, занимался наукой, научной работой. Интересно было. Все это трогало, все это интересовало. И вот, работая в университете, я себе открыл себя. Это какие годы? Это было 59-е, 60-е годы. Себя открыл. Как? В каком смысле? Я знал, что я Эльзя. Знал, не стеснялся, говорил, но не знал, кто это Эльзя. Как-то прочитал в газете, то ли «Правда», то ли «Известия», первые эти апрельские и прочие, как называются они, оттепели. И там слово услышал, ну, что-то как-то национальные сознания или национальные митинги, что-то такое услышал. И вот это слово стало как бы ключом. И меня потянуло именно узнать,
кто я из себе представляю. Говорил по-эрзянски, а душа-то моя была русская. Почему? Потому что в школе Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Куприн и прочие, прочие. Ну, воспитали меня уже русским, в русском духе. Вот, а вот в те годы открыл я себя, нашел себя. И начал, и, естественно, заинтересовался языком. Лексикой, морфологией, синтаксисом заинтересовался, литературой художественной. Вот, и поэтому я увлекся, ну, так сказать, грубовато сказано будет, писаниной. Начал писать короткие миниатюры о природе. Вот это были мои первые шаги в литературе. Где публиковали? Здесь, в Мордовском книжном издательстве, вышла первая книга «Сиреневая луна» на русском языке. А потом мне Арапов Александр Васильевич, бывший редактор журнала «Сятка», сказал: ты что делаешь? На русском языке пишущих, ай-яй-яй, сколько, а вот на эрзянском нет. Ну, вдобавок к нему, однажды я взял книжицу детскую, и там прочитал стихи Есенина. На какую тему уж я не помню. Но пришел к такому выводу, что надо заняться плотнее своим родным языком. Почему? Да потому что так, как Есенин, я уже никогда ни во что ничего не напишу. Надо свое использовать, свои. И действительно стал серьезно заниматься литературой. Ну, параллельно, естественно, эти вот национальные движения и отстаивание своих родных языка, истории, культуры и прочее, прочее. Вот в 1993 году зарегистрировал фонд спасения эрзянского языка имени Рябова. Тогда так назывался фонд. Ну, и вот с того времени и с этим фондом я и связан. В 1994 году, через год после открытия фонда, открыли газету «Эрзянь-Мастур». И вот она существует до сих пор. Худо-бедно до сих пор существует. Ну, что это такое издавать на общественных началах, поймет только тот, кто это хлебнул, вкус узнал. Это значит редактор, главный редактор. Обычно главный редактор больше просматривает, подписывает номер. А здесь приходится и подписку организовывать, и корректуру править, и все, и все, и все. И на почту относить номер, из типографии брать номер. И самому продавать? И продавать самому, и марки приклеивать конвертом, и прочее, прочее. Вот что такое, или кто такой главный редактор общественной газеты. Ну, естественно, если бы мы так это похлопывали по плечу начальства, отношение было бы другое. Да, и кое-когда под козырек взять, погладить кое-какие места, дело было бы другое. А мы говорим не так. Как есть, так и есть. Никаких отклонений. И за это, естественно, недолюбливает эту газету. Очень недолюбливает. Вот он меня говорит 12 раз, я не знаю 12, но 10 раз точно судили нас. 2 раза ездил в Москву, Государственный суд Российской Федерации. Вот поэтому, и вот сколько не копались, и все-таки докопаться не могли. Они напишут разжигание национальной розни, а суд не признает. Обычный, рядовой у нас кто-нибудь критика, обычная критика вот в их адрес, они приписывают как экстремизм. Экстремизм. А это что такое? Статья есть. По этой статье гони в Москву. Вот так вот мы и жили, и так вот существует эта газета. А скажите, откуда у вас такая принципиальность и жесткость, которую вы демонстрируете, идя против течения?
Да ведь я не знаю, наверное, как, когда не знаешь, говорят, наверное, Бог дал. Откуда? Не знаю. Не могу терпеть несправедливость. Не могу и все. Вот хочу, чтобы была правда. Хотя я хорошо знаю, что без неправды правды не может быть. Обязательно должна быть ложь и правда. Философия, никуда не денешься. Вот поэтому тут такой же, так. Бог таким сделал. Ничего не скажешь. А тот момент, когда вы говорите, что вы нашли себя, у вас появилась тогда вот эта молния, с которой вы сохраняете до сих пор, вы с того момента отсчитываете, да, вот свое начало осмысленной жизни? Наверное, да, с того времени. Это было в 1989 году. Мы начали создавать Мастораву, и, естественно, там я осознал себе как Эльза, как национальное самосознание у меня пробудилось. Вот и все. И с того момента, естественно, я все-таки жизнь свою считаю более такой интересной, удачной в какой-то степени. Ну и прежняя жизнь была тоже интересна. Наукой заниматься, литературой заниматься. Вот меня и удивляет, почему люди настолько ко всему бездушные, равнодушные. Для меня это непонятно. Для них ничего не существует. Существует единственное, как один мужик мне сказал, чугун картошки на столе и хлеб. И постель кое-какая. Вот больше ничего не надо им. Это образно, но так и есть, видимо. Вот смотрите. Вот репрессированные. К 60-летию мы подготовили номер, подняли всех репрессированных и все описали. В 98 году. Да, в 98 году. И провели митинг. Маленький, 30 человек собралось. Хотя давали рекламу, естественно. То-то, 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 то-то. Вот. Вот я вспоминаю, теперь попробуй организовать такой митинг. Никто не придет. Никто, ни один. Казалось бы, информации прибавилось. Конечно. Это стало информация более открыта. А почему? Вот. Наверное, причина в том, что мы все-таки вышли из рабства. 1861 год, как известно, потом колхозы-совхозы, рабство такое же. Ну и это веяние продолжается и сегодня. Сегодня слушай, одно слово, слушайся, больше ничего не признают. И гляди в рот начальству. Вот единственное. Поэтому, ну, никакого интереса ни к чему, ни к кино, ни к театру, ни к литературе, ни к политике, ну, абсолютно, ни к футболу, кстати, ни к спорту. Я лет 10-12 потихоньку занимаюсь гимнастикой, физзарядкой, простой. Но вот последние годы пробежка около часа. В деревне живу, там на даче, по лесу сосновому. Воздух, аромат какой-то, только так и хочется жить. А здесь со стадионом дружился. Вот это гигантский стадион, там у нас квартира теперь. Вот я каждое утро мимо этого стадиона делаю пробежку. Но меня возмущает и удивляет. Вот смотрите, до этого спорта потратили то ли миллиарды, то ли триллионы, я не знаю, но там такие затраты у меня не укладываются в голове. Такие затраты. Но спортсмен-то один, это я. Утром никого, собаку не увидишь, но если кто с собакой, может быть, пойдет, никого нет, абсолютно. Но для чего строили вот все это? Мне непонятно. Что это дало человечеству и нам? Мне непонятно. Непонятно. Вот смотрите, действительно, миллиарды, и никакого эффекта. Никакого эффекта. Для здоровья это ноль. Ничего, потому что никто не бегает, никто не занимается. Никто. Вот поэтому-то и к этому и пришли, что все ко всему равнодушны. Это рабство. А как думаете, к чему может привести вот это рабское равнодушие и гражданская безответственность?
Я думаю, может, к тяжелейшим последствиям может привести. А к повторению того, что было 80 лет назад? Может быть, даже к такому случаю может быть привести. Но к добру не приведет. Не приведет. А как вы думаете, если, хоть я у вас уже спрашивал, но еще раз повторим ответ на этот вопрос, есть ли у нас в Мордовии силы для того, чтобы противостоять тому заказу, который поступил в середине 30-х годов, эти разнарядки, списки, альбомы, которым нужно было выполнить среди жителей Мордовии? Если нам снова поступит заказ, что нужно 300 человек найти и расстрелять, там около 1000 найти и арестовать, сможем ли мы, найдутся ли у нас люди в Мордовии, которые будут этому противостоять, или мы просто поднимем руки и проголосуем за? Наверное, вот ваши слова, последние слова верны. Только так. Опустить руки и достучаться, как стучали прежде, на определенный круг лиц и туда их. Может это повториться? Может. Потому что народ, это настолько послушный, это, я говорю, больше похоже на четвероногих. Я так сравню их. Никак вот. Ну вот едешь в автобусе, в троллейбусе, встретишься, ну не с кем, и вообще на отдыхе не с кем поговорить. Сразу начинаешь разговор, ну там про культуру, там про Чайковского, про кого, они сразу перейдут на огород. У меня то не прополото, то не перепахано, то, вот и вся тема их, вот и все. И поэтому я и говорю, какая разница между Эрзей и евреем? Осторожней сейчас. Ну, я знаю. Еврей родился, ему в руки скрипку дают. Великая культура. Эльзе родился ребенок, ему мотыгу в руки суют. Иди там, ковыряйся. Вот и все. Вот отсюда-то и вот это слепое послушание может привести к тому, о чем только что сказали. Сделаю вставку, что если посмотреть жителей, то, как живет Израиль, там, конечно, евреи занимаются и сельским хозяйством, и подметают улицы, и даже есть и бомжи, и пьяницы. То есть, если человек еврей, это не значит, что он ограничен в профессиях. Но я понимаю, вы шутили. А как вы считаете, почему, вернее, не так, как мы будем выходить из этого безответственности рабства? Как выходить оттуда? Не знаю, я к такому выводу прихожу иногда, что надо дать волю. Все-таки рабовладельческое общество же рухнуло не случайно. Там, значит, были причины, а причины были те, что принуждение, насилие. А насилие никогда не дает плодов. Плодов дает хороших плодов только воля, свобода. Вот пример такой маленький, элементарный. Давай заказ писать то-то, то-то, я ни за что не напишу. Это именно что у тебя рождается, ты и творишь. А у нас теперь система построена так, только на принуждении. Только на принуждении. И поэтому это к добру не приведет. Но вполне понятно, государство на то и государство, чтобы с помощью иногда и давления регулировать процессы. На всех не угодишь. Это естественно. Но все-таки во всем должна быть мерка. У нас нет этой мерки. Вот, кстати, вот у нас, ну что уж мы, дубины, что ли, там готовим, собираемся что-то взрывать, что-то, да ничего абсолютно. Сейчас невозможно у нас. Сейчас говорим эрзянский народ, а по сути-то народа нет, это не народ. Это население, ну, с некоторыми особенностями речи. Больше ничего. Народа как такового нет. Наоборот, стоит нам чуть-чуть поднять дубину, нас сами же уничтожат. Поэтому нет никакой опасности этого взрыва, какого-то там национального тем более. Нет абсолютно. Это время прошло, Рубикон пройден, дальше хода нет. Все ясно. Вот. Поэтому... А как должен выглядеть, с вашей точки зрения, национальный мир в Мордовии? Как должны сочетаться
вот полномочия, властные и распределение ресурсов так, чтобы вы считали, что справедливо устроено у нас в республике взаимодействие и права, и свободы разных этносов, национальностей. Да, это больная тема. Больная тема. Вот. Ну, если так прямо сказать... Осторожнее. Вот, если прямо сказать, нам бы хотелось иметь две республики. Две республики. Эрзянская и Макшанская. Как на примере Чечены, Ингушской республики. Создали две республики и живут спокойно. И все, никаких. Вот. Все дело в этом. Но невыгодно. Невыгодно государству. Не то, что там что-то там разразится, что-то там какого-то катаклизма разразится, а просто даже чисто экономически невыгодно. Удвоится количество чиновников. Количество чиновников станет в 2 раза больше. А лучше станет от этого? Нет, я думаю, не станет. Не станет. Вот единственное решение, и мы из-за этого, то, что у нас нет своей республики, практически и вымираем. А Мордовию не считаете, что она Эрзянская республика? Нет, абсолютно. В том числе? Абсолютно. Ну, почему? Раз зашли до этого, дошли, так продолжу чуть-чуть. Осторожнее. Осторожно. Ну, осторожно, там можно вычеркнуть, наверное. Нет, не будем. Нет, просто, да. Ну, так, об этом мы писали, пишем каждый день. Все должности, которые связаны с культурой, заняты макшанами. Эрзян практически, единицы. А должно быть по очереди? Должно быть или по очереди, или по равному. По равному. А это нет. И вот нам очень трудно. Любое мероприятие мы встречаем в штыки. Обязательно противостояние возникает. Обязательно. А вам кажется, что макшанских мероприятий больше у нас, да? В Мордовии? Нет. Или наоборот. Одинаково мало и тех, и других? Наоборот. Наоборот. Мы вот в последнем номере писали, можно ли назвать мордовским после этого народ мордовским. Что сделали эрзяне и что сделали макшане. Макшане... Да, читал. Не будем об этом говорить. Ладно, не будем. Не будем. Эта тема такая больная. Да, вы больно. много статей и посвятили этому, и видел очень большую подборку из нескольких десятков пунктов, где вы, вы обобщили эти моменты. Ну, я скажу только так, это не во вред будет. Я взял этногенез мордовского народа, толстенький такой сборник, это результаты сессии Академии наук. Именно разбирался этот вопрос. Мордва, кто такие? Когда я все прочитал... Это когда разбирался? Когда разбирался этот вопрос? В каких годах? В 68 году, что ли, там у меня в этой книге вот есть, тут есть. Ага. Ну вот, ознакомился с трудами археологические, лингвистические и прочие позиции, и перешел к единому выводу, что мокша, прежде всего, это гидроним, а не этноним. Это раз. Второе. Это часть эрзян, которые оказались в Каганате, хазарском Каганате. И там письмо Иосифа содержится, и они платили налоги в хазарский Каганат. А Каганат существовал 200-300 лет примерно. За это время, естественно, они очень много переняли из хазарской культуры. Далее развалился в X-XI веке Каганат. Пришли так называемые монголы. Еще на 200-300 лет. Они практически жили всегда именно в этой каше варились. В тюркском мире. Вот поэтому у них в языке, в форме одежды очень много заимствований с туркоязычного мира. Никуда не денешься, это факт, никуда не денешься. Это когда говорят или утверждают, что вот Мордва это единый, это чисто политические цели, а не виде правды. Вот такие дела. А может быть, если бы было четкое разделение между этими двумя народами, тогда бы в 30-х годах
вообще бы не предоставили собственную автономию. Сказали, это слишком маленький. А тут получился плюс, что вроде бы вместе, зато получили, то есть даже плюс от этого. Да. Смешали, но зато получили собственную. То есть в этом, может быть, видите какие-то положительные стороны. Первоначально, когда в 30-е годы, в начале там 30-х годов, там называли Эрзяно-Макшанская республика. Сохранился флаг, сохранился отчет на эрзянском языке. Вот. Ну, а потом все-таки вот в связи с тем, что там мир знает как Мордва, давайте назовем Мордовским. Ну и так и пошло-поехало. И вот к чему привело нас это Мордовское, вот сегодня мы испытываем. В своих воспоминаниях Илларион Сибиряк пишет, что Сталин на самом деле был против выделения, предоставления автономии вот Эрзяном Макшаном. И считал, что это слишком распыленный народ по территории. И он потом в том числе и мстил тем, кто не послушался его, что... Так что вот... Я читал Сибиряка, но не помню вот этот момент, сталинский подход. Ага. Но Одно предложение там, да. Последним смотрел я Идель Реалии, там по Марийской, да, статья «Язык и революция». Интереснейшая статья, взвешенно так все написано. Вот. Там подробно говорится, какая политика была в 20-е, 30-е годы. Даже не в 30-е, именно в 20-е годы. Вот. И во время гражданской войны и в 20-е годы. Там политика была все-таки и коренизация, и прочее, прочее. Ну, более все-таки было... Ладно. Евгений Владимирович, как вы относитесь к тому, что, несмотря на то, что было 5 миллионов людей было репрессировано по политическим статьям, 14,5 миллионов было депортировано, подвергнуто депортациям, национальным, по сути, нацистским депортациям, сталинским, и около 15 миллионов умерло в голодоморах, вызванном бездарностью экономической от сталинского руководства. И несмотря на это, большинство россиян поддерживает Сталина. И, соответственно, видимо, большинство жителей Мордовии, скорее всего, тоже поддерживают. Как вы к этому? Ну, во-первых, вот эти цифры меня ужаснули. Есть другие цифры поменьше. Тут уж слишком они велики, эти цифры. Ну и как подойти, опять же, если вот включить и голодомор украинский, и здешний голодомор был, в 23-м году был голод страшный. Вот, конечно, довольно приличная эта цифра. Но я вообще говорю так, что 27 миллионов это и есть как раз. Ну, говорят, 27 миллионов, как потеря от войны и прочее, прочее. Так и есть. Я как отношусь... Вопрос-то уж. К тому, что любят Сталина-то у нас. Любят Сталина. Ну, ответ прост. Опять то же самое равнодушие, то же самое невежество. Элементарные. Никто ничего не читает, никто ничего не смотрит. Я телевизор недолюбливаю. Вот, но А интернет? А интернет? Интернет это святое дело, это надо смотреть. Согласен. Это умная вещь. Вот, жена все смотрит. Ну, чего там, ну, вообще без ума останешься. Как начинают с утра там, вот теперь это Украину молотят, все без конца. Далее, давай поженимся, давай расходимся, и начинается это все, это вообще позор России. Такие передачи пускать, кто сколько раз женился, кто сколько раз щупал, кто сколько раз разводился. Вообще, как это, что это такое, я не понимаю, это для меня непонятно. Вот от этого-то и любят Сталина, они больше ничего не знают. Не знают, абсолютно. И все. И все. Так что... Вот у нас, Евгений Владимирович, вы, конечно, прекрасно знаете об этом. 15 лет назад найдено одно из мест массовых захоронений на юго-западе Саранска у Богоявленских родников. Более 500 людей там в 7 ямах закопано, просто бесчеловечно закопано, а перед этим расстреляно. И как вы относитесь к тому, чтобы там возвести мемориальный комплекс? Во-первых, туда ужасная дорога, туда пока доедешь, машину сломаешь, там между дачными
домиками, еле доедешь туда, потом там эти овраги, конечно, церковь, участок вокруг своего родника очень красиво благоустраивает, там и цветы, и очень все, они молодцы, красиво, а дальше уже территория самих захоронений, она, конечно, поддерживается, и, конечно, и простые горожане туда помогают, возможно, и церковь, но в основном за счет поисковых отрядов. За счет поисковых отрядов. Как вы относитесь к тому, чтобы эту территорию облагородить, чтобы государство направило туда ресурсы, чтобы и подъезд к этому месту, и чтобы там все оформлено было, и дорожки, и скамейки, и границы захоронений, и списки, и в целом работа историков, архивов была туда сосредоточена? Мне кажется, и спрашивать не стоит. Только положительно. Только именно сохранить память об этих жертвах. И вот у меня такое впечатление, такой вывод. Вот враги народа и жертвы. А ведь на самом-то деле как раз наоборот. Врагами народа были те, которые расстреливали, репрессировали. Вот они враги. А те буржуазные националисты, наоборот, герои. Им надо памятник поставить этим жертвам. Вот. Поэтому-то и открывали это место мы в свою пору. Ерик Бекенин у нас, там был глухой лес, потом музей боевой славы. Николай Андреевич Кручинкин. Николай Андреевичем. С ним связались, и он сделал шур и обнаружил, потому что там кладки с табелями уложены. Вот. Дальше раскапывать ничего не стали. Ну, сколько там, не знаем, но тогда 23 на 24 мая 1938 года было расстреляно за одну ночь 68, по-моему, или 78, 68 человек. Они все там оказались. Вот это точно. Вот. Ну, а потом поставили колышек такой на это место, где шур делали, и на этом все кончилось. И потом стали теребить в нашей газете, чтобы все-таки там отметили, как-то что-то сделали. Ну, значит, камень все-таки поставили хотя бы. А уж сколько раз им писали и обращались к властям, и стыдили их, бесполезно. Вот. Поэтому вот только положительно. Должен быть достойный памятник этим людям. Ведь там похоронен цвет интеллигенции. Ведь интересная вещь получилась в Мордовии. Когда в 1934 году сделали настоящую республику, съехались сюда самые интеллигентные, самые образованные эльзя со всей России. Собрались здесь, и здесь их захлопнули. Вот что получилось. И теперь мы кричим, почему язык забывается. Конечно, забудется. Вот. Поэтому там похоронены, многие там похоронены, самые образованные люди. Евгений Владимирович, сейчас мы прервемся. Ага.